В начале 15 века сербский правитель, деспот Джурадж Бронкович, он теряет Белград. Который отошел венграм. Да, он отходит венграм. И, соответственно, нужна новая столица. И не просто столица, а цитадель, способная выдержать натиск Османской империи. И так появляется Смederevo. Именно. На слиянии Дуная и Язавы. И здесь, мне кажется, важно пояснить, что такое сербская деспотия. Это ведь не просто название. Совершенно верно. По сути, это было последнее независимое сербское государство. Оно было, зажато между наступающими османами с юга и очень мощной Венгрией с севера. Источники указывают, что образцом послужили стены самого Константинополя. Ого. То есть это не просто копирование удачного проекта. В этом был какой-то скрытый смысл. Безусловно. Это было чисто политическое заявление. Сначала, буквально за 2 года, с 1428 по 1430 возвели малый город, цитадель внутри цитадели, где жил сам деспот с семьей. Но этого было мало. Конечно. Быстро поняли, что для обороны этого недостаточно. И тогда началось строительство большого города. А это уже 25 башен, рвы и реки. Стены, я читал, достигали толщины в 4,5 метра. Да. 10 лет на такое? Это же невероятные темпы для 15 века. Можно только представить, какого труда это стоило. Наверное, в народе это вызывало не только гордость. Ну, конечно. Неудивительно, что поползли недобрые слухи. Строительство ведь требовало огромных налогов, принудительного труда. И в народном фольклоре вся ненависть вылилась на жену деспота, византийку Ирину Кантакузину. Ее обвиняли во всех бедах. Итак, у нас есть эта циклопическая стройка, построенная буквально на народных слезах. На бумаге она выглядит неприступной, но что говорят источники о ее реальных боевых крещениях? О, а она себя оправдала. Еще как. В 1439 году османы осаждали ее 3 месяца. 3 месяца? Да, и взять смогли только когда внутри начался голод. А вот финал был трагичным и ироничным. В 1459 году она сдалась без боя. Как это, без боя? После смерти Джураджа началась борьба за власть, и проосманская партия в сербской элите просто открыла ворота туркам. Неприступная крепость пала не из-за пушек, а из-за политических интриг. Это и стало концом независимой средневековой Сербии. Но самые страшные удары ее ждали в 20 веке. Мировые войны. Да. В Первую мировую ее обстреливала австрийская артиллерия, а в 1941 году на ее территории произошел чудовищный взрыв немецкого склада боеприпасов. Символ отчаянного сопротивления, который пал из-за предательства, и свидетель разрушительных войн 20 века. Именно. И вся ее история от проклятий в адрес Ерины до взрыва в 41-м заставляет задуматься вот о чем. Когда мы восхищаемся величием древних стен, как часто мы задумываемся о той человеческой цене, которая была заплачена и за их возведение, и за их разрушение. Авиминациуме. Это, для тех, кто не в курсе, древний римский город. Да, на территории современной Сербии. И не просто город, а столица целой провинции Верхней Мезии. То есть это был такой, стратегический узел на Дунае, настоящий мегаполис своего времени. Именно. И вот что сразу, конечно, поражает. При всей его гигантской значимости на сегодня исследовано всего, может, 3-4% его территории. И в период расцвета, как считают историки, там могло жить до 40 тысяч человек. И источники рисуют картину места, где было все: храмы, амфитеатр, дворцы. Бани, улицы с твердым покрытием. В общем, наша задача сегодня собрать из этих фрагментов какую-то цельную картину. Давайте попробуем. Начнем, наверное, с самого очевидного, с его военной мощи. Ведь это была в первую очередь крепость. Безусловно. Виминациум был ключевым пунктом на Дунайской границе. Императоры его использовали как плацдарм. Вот Троян, например, отсюда начинал свои дакийские войны. И Адриан, и Константин Великий, я читал, там тоже бывали. Да, и недавние раскопки это очень ярко подтверждают. Вы только представьте, там найдено более 16 тысяч гробниц. 16 тысяч? Да, это крупнейший известный римский некрополь в мире. И что меня совершенно поразило в этих источниках — уровень их медицины.
Речь идет о хирургических инструментах. Да, это удивительно. Были найдены целые наборы: скальпели, пинцеты, иглы, и они практически не отличаются от современных. Подождите. То есть 2000 лет назад врач в Виминациуме мог делать операцию на глазах инструментами, которые современный хирург бы узнал? Судя по всему, да. Вплоть до удаления катаракты. Это полностью ломает стереотип о какой-то примитивной медицине древности. Невероятно. Но есть же находки, которые вообще не укладываются в римский контекст. Я говорю о мамонте. А да, Вика. Это была, конечно, полная неожиданность. При раскопках на угольном разрезе рядом с городом нашли почти полный скелет самки степного мамонта. И возраст? Около 1 миллиона лет. Мамонт — это экзотика. Но вот флот, найденный в русле Дуная, это же вообще другая история. Пожалуй, самое ошеломляющее недавнее открытие. Это действительно так. В высохшем русле реки, где когда-то был порт, обнаружили целую флотилию, несколько кораблей разных эпох. Это не просто руины, а какой-то временной портал. И это возвращает нас к тому, с чего мы начали. Если всего 3-4% раскопок дали нам крупнейший некрополь, передовую хирургию, затерянную флотилию и доисторического гиганта, то что же скрывают остальные 96%? Геофизика уже показывает контуры императорского дворца, театра, ипподрома. Какие еще миры ждут своего открытия прямо там, у нас под ногами?